определительные местоимения тувинского языка. К ним относятся такие слова, как «пюгü», «тоза», «шупту», «төдü», «бюрün», «дөгере», «хаммық», «пюгüдөге» и некоторые другие. Все они имеют примерно одинаковый смысл, заключающийся в слове «весь», «все», «вся». Эти местоимения могут стоять в нескольких позициях относительно определяемого слова. В первом случае, когда эти местоимения стоят перед определяемым словом, например, «пюгü», «чон». Главное слово «чон» – «народ». Местоимение стоит перед определяемым словом и играет роль прилагательного. «Пюгü чон». В таком случае при изменении по падежам, по лицам, при присоединении аффиксов принадлежности изменяется только последующее слово. Изменяется только главное слово «пюгü чон». «Пюгü чонда», «пюгü чонга». Весь народ, всему народу. В отличие от русского, в тувинском языке это местоимение остается неизменным. «Пюгü чонга», «пюгü чондан», «пюгü чонже» и так далее. Определительные местоимения также могут стоять и после слова, к которому они относятся. Чаще всего это имя или личное местоимение. В таком случае между ними возникает притяжательная связь. Первый компонент, имя или личное местоимение, стоит в оформленном либо неоформленном родительном падеже. «Пис», а последующее местоимение получает аффикс принадлежности соответствующего лица. «Пис» – множественное число, первое лицо. «Шуптус», «пис шуптус». В данном случае личное местоимение стоит в неоформленном родительном падеже. «Пистын шуптус» – это уже оформленный родительный падеж. «Пистын шуптус». Точно так же с остальными личными местоимениями. «Силер», «силернің шуптуңар». «Вы все», «мы все», «вы все». Второе лицо множественного числа, оформленный родительный падеж, соответственно, аффикс принадлежности второго множественного числа. «Нар», «шуптуңар». «Оларның шуптузу». «Оларның шуптузу». Третье лицо. Случай с простым существительным. «Öğrenikçilerinin шуптузу». Öğrenikçi, ученик. Ученики, öğrenciler. Оформленный родительный падеж. Шупту, шуптузу. Ученики, они, третье лицо множественного числа, поэтому аффикс принадлежности третьего лица шуптузу. Если же определительное местоимение управляется далее стоящим глаголом или именем, то оно может принимать аффиксы принадлежности. Например, «Пистын шуптугусқа анақ». Любит нас всех. Анақ любит кого? Нас всех. «Пистын шуптугусқа». При этом личное местоимение остается неизменным, а изменяется только определительное местоимение. К ней присоединяется аффикс падежей. Или «Оларның шуптузундан».
Чорур. Чорур – уйти. Уйти от них всех. Шуптузундан. Аффикс падежа. Исходного падежа шуптузундан. Таким образом, данная конструкция может изменяться по падежам. И изменяется только определительные местоимения. Если же определительные местоимения истин шуптуз образует с последующим существительным точно такую же определительно-притяжательную конструкцию, то к определительному местоимению присоединяется аффикс родительного падежа. Например, öğrenikçilerinin шуптузунун çelişkili успех всех учеников. Грубо говоря, это определительно-притяжательное сочетание второй степени. Аффикс родительного падежа присоединяется уже и к определительному местоимению шуптузуну. То есть в этом случае роль имени или личного местоимения, как здесь, играет уже целая конструкция. Öğrencilerin şuptuzu. Öğrencilerin şuptuzunun çelişkili успех. Здесь имеется аффикс принадлежности третьего лица множественного числа, так как öğrencilerin şuptuzunun, они третье лицо множественное число. Все ученики, третье лицо множественное число. Успех всех учеников. Таким образом, определительно-притяжательные сочетания могут быть и в большей степени, третьей, четвертой и так далее. Например, вот öğrencilerin şuptuzunun çelişkilerinin tünelleri. Это уже результаты успехов всех учеников переводится. Öğrencilerin şuptuzunun çelişkilerinin tünelleri. Вот здесь присоединяется аффикс родительного падежа туннельдари с аффиксом принадлежности третьего лица. Связь между данными словами последовательна. Öğrencilerin şuptuzu. Далее, вот эта целая конструкция относится уже к этому слову, çelişkili. А далее, вот эта вся конструкция относится к слову туннельдари. Все ученики, успехи всех учеников. Результаты успехов всех учеников. Напишу тут туннельдари. Аффикс родительного падежа, аффикс принадлежности третьего лица. Результаты успехов всех учеников. Связь последовательна.